فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. В рассветном сумраке Нижнекамска слышны звуки священного Корана. Люди собираются в мечеть, и постепенно она заполняется светом. Пришел радостный и светлый праздник – Ураза Байрам. Вместе с первыми лучами солнца в мечеть вошли имам-хатыб Центральной соборной мечети Юсуф Хазрат Давлетшин и глава города Нижнекамска Айдар Раисович Медшин. Проплыв по людскому озеру, Айдар Раисович сел на берегу этого озера в первом ряду, а Юсуф Хазрат поднялся на минбар и произнес праздничную проповедь. Он нашел такие слова, которые заставили задуматься и молодых, и старых, и руководителей, и подчиненных, и отцов, и детей. Мусульмане впитывали слова и смотрели в свои сердца. Как солнечные лучи разгоняли тьму, согревали тело, так и слова Аллаха, произносимые с минбара, просветляли душу, смягчали сердца. По 3 раза в каждом ракаате произносят молящиеся во время праздничной молитвы такбир «Аллаху Акбар». Но даже если произнести его 1000 раз по 3 раза, и тогда не объять величия и милости Аллаха. Слава Ему, хвала и благодарность. А как не благодарить, если держать пост в летнее время действительно очень трудное испытание? Выдержать его удостоится милости Всевышнего, ибо сам человек слаб и немощен. Многие пожилые люди постились, не пропуская ни одного дня, и вот пришел день праздника. Это день победы. Пища человека является основой жизни для тела. Но душа человека не знает смерти, и поэтому для души этот мир только испытание. Те, кто выдержали месяц Рамазан и старались выполнять заветы Аллаха, хоть и не знают, принят их пост или нет, они радуются обретенной надежде. Надежде на прощение грехов, надежде на щедрое воздаяние от Господа. Слава и хвала Ему. От мысли об этом становится радостно, и к этой эмпирической радости прибавляется радость материального мира. Когда после праздничной молитвы люди вышли из мечети, их встретило выступление детей. Дети рассказывали стихи, читали Коран и пели песни. Умиление взрослых смешивалось с радостью и надеждой. Поистине, это был самый лучший праздничный коктейль. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah. Имам Юсуф Хазрат сказал так: детям, конечно, интересно, как читают намаз, как обращаются к Богу с мольбами, но оно им непонятно, что за праздник такой. Нагнулись, выпрямились. Поэтому специально для них мы организовали развлечения. Батут, аттракционы, катание на паровозике и, конечно, приготовили детям подарки. Так они понимают, сегодня праздник. Молодец! Для взрослых детские игры кажутся только забавой, а на самом деле это детская школа жизни. Вот мальчик бросил дротик в шарики, а дротик даже не долетел. Ребенок расстроился, махнул рукой. Научишься. Окружающие поддержали его добрыми словами, и он продолжил.
Он преодолел себя. Внешне результата не было, шарики мальчик не полопал, но внутренне это была победа. Праздник Ураза-Байрам – это день победы над собой, над своими страстями и слабостями. Ведь жизнь полна искушений и трудностей, о которых пока не думают дети, веселой гурьбой катающиеся на детском паровозике. Вы скажете, где бы найти такой паровозик счастья, чтобы уехать туда, где спокойно и радостно? Посмотрите, вот он, с 4 трубами-минаретами. В просторном зале всем хватит места. Здесь даже само ожидание той конечной остановки уже приносит радость и надежду. Наверное, глядят жители небес на землю и удивляются, за что Аллах так возвысил этих маленьких суетливых людей. Да, и вправду, наши тела маленькие. Но какая у нас душа, если мы можем вместить в нее веру и любовь к самому Богу? Ураза-Байрам разносится над городом, шагает по всему миру, и нет сомнений, что праздник большой. Но праздник этот душевный. Он в душе мусульманина. И получается, что чем больше душа, тем больше праздник. Да благословит Аллах Ураза-Байрам.